Ассаляму алейкум, здравствуйте. В эфире информационный выпуск новостей Хаберлер. В студии для вас работает Асан Абиблаев. Сегодня в нашем выпуске. «15 семей села Мирное Симферопольского района получили выписки из распоряжения Совета министров на получение земельного участка. К годовщине подписания президентом Российской Федерации указа о мерах по реабилитации депортированных народов учащиеся крымских школ подготовили праздничные мероприятия. 120 лет со дня рождения известного крымско-татарского балетмейстера Усейна Бакала. Третий по счету Ялтинский международный экономический форум открылся с торжественной церемонией гашения почтовой открытки, которая проводилась специальным штемпелем, изготовленным для конкретной даты 20 апреля 2017 года. Участниками форума стали 1500 человек, в том числе 200 гостей из порядка 40 стран – Китая, Вьетнама, Европы, арабских государств. Среди них депутаты Европарламента и парламентов разных государств, представители зарубежных посольств, инвесторы и так далее. Также в форуме принимают участие представители федеральных и крымских органов. Все подробности далее в сюжете. «15 семей села Мирное Симферопольского района получили выписки из распоряжения Совета министров на получение земельного участка. Эти 15 семей входят в льготную категорию граждан. Большинство из них являются многодетными. О том, где именно люди смогут строить свои дома, и есть ли там необходимые для жизни условия, смотрите в сюжете нашего корреспондента Нариман Тарсиновой. Поле Мирное Дубки еще 3 года назад было поляной протеста. Здесь были установлены незаконные строения. Однако теперь на этом месте будут возведены жилые дома. Десятилетиями на этом поле люди ожидали получения участков. Однако были только обещания. А кто-то видел в этом свою выгоду, якобы продавая участки, причем за немаленькие суммы. Ситуация изменилась только в 2014-м. На сегодняшний день более 3000 семей из числа реабилитированных получили участки под жилищное строительство. Но этот процесс продолжается. На этот раз 15 семьям из-за льготной категории граждан вручают выписки в мирном сельском поселении. Вообще мирновских жителей и мирновских семей более 70 уже на сегодняшний день получили распоряжение Совета министров и занимаются дооформлением земельного участка. Это те категории, которые предусмотрены 66-м ЗРК, граждане, которые имеют право на льготу. Это многодетные семьи, это те, у кого жилищные условия менее 10 квадратных метров на человека составляют. Поэтому вот эти категории сегодня в основном и получили распоряжение Совета министров. Большая семья Гульнары Шамратовой на протяжении 15 лет ютится в маленьком доме. У женщины 4 детей. Старшая дочь готовится к поступлению в колледж. Средняя занимается художественной гимнастикой, а младшие двойняшки учатся в начальной школе. Работает только муж. Как многодетные, супруги обратились в администрацию за помощью. В прошлом году, в 2016 году, в декабре подала заявление. И вот я узнаю, что мне дают участок, землю на строительство. Сметуса, как будут возможность, будем понемножку строить. Каждый год понемножку кому-нибудь из детей. Потому что сразу не построишь. Поле, где в скором времени появится жилой массив, располагается между селами Мирное и Дубки. По словам главы администрации, это очень удобное расположение, где уже есть необходимые условия для проживания. Здесь есть развитая инфраструктура. Здесь у нас территория заселена, это старая застройка. Здесь, как мы видим, проходят вот это охранные зоны, это ЛЭП. Линии электропередач, охранные зоны газопровода, то есть здесь проходят охранные зоны водоводов, то есть все коммуникации практически на участке есть. Единственное, что, конечно, мы будем обращаться в Совет министров с целью, чтобы нам профинансировали проектные работы по развитию этой инфраструктуры, получение тех условий, чтобы люди могли подключаться к этим коммуникациям. Здесь будут также и культовые сооружения, то есть будут мечети, будут храмы, детские сады, школы. Будет поселение, которое автономно может существовать с полной инфраструктурой. Стоит отметить, что льготные категории крымчан, имеющие право на бесплатное получение земли, определены законом республики о предоставлении земельных участков. На сегодняшний день очередности на получение в собственность участка в Мирновском сельском поселении нет. Теперь счастливым обладателям выписок из распоряжения Совета министров на получение земельного участка необходимо обратиться в кадастровые службы для того, чтобы провести процесс размежевания. А после этого в Минимущество им необходимо получить специальный документ, который позволит им строить здесь свои дома. Нариман Тарсинова, Алишер Алимов, телеканал Милет.
В решении Международного суда ООН, связанном с расовой дискриминацией в Крыму, не учтено мнение самих крымских татар, заявил РИА Новости вице-спикер Крымского парламента Ремзи Ильясов. Международный суд ООН отказался удовлетворить требования Украины установить временные меры по иску к России в связи с нарушением Конвенции о финансировании терроризма, но согласился ввести временные меры Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Ремзи Ильясов также подчеркнул, что крымским татарам никто не запрещает в Крыму создавать свои общественные структуры в рамках действующего законодательства. В Крыму функционирует несколько десятков общественных организаций и сотни религиозных. Меджлис как структура был дискредитирован его лидерами, которые покинули полуостров после воссоединения с Россией и заняли враждебную и агрессивную позицию по отношению к крымскому народу, в том числе крымским татарам, подчеркнул вице-спикер Крымского парламента Ремзи Ильясов. Спецслужбы установили личность заказчика теракта в петербургском метро. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников. Сейчас по делу о теракте задержано около 10 человек. Во вторник суд арестовал до 3 июня уроженца Киргизии Аброра Азимова, которого считают одним из организаторов атаки петербургского метро. По версии следствия, он лично готовил смертника. По предварительным данным, исполнителем теракта был 22-летний гражданин Киргизии Акбаржон Джалилов. Следователи считают, что именно он оставил замаскированную бомбу на площади Восстания, а потом взорвал себя в вагоне поезда. Неожиданные заморозки и весенние снегопады обрушились на ряд регионов России. Сразу несколько циклонов вызвали сильное похолодание и штормовой ветер. В Крыму, по данным Министерства сельского хозяйства, заморозки не нанесли ощутимый урон плодово-ягодным культурам. Ранние плодовые деревья уже отцвели, а поздние еще не успели. Как отмечает директор предприятия по выращиванию плодовых деревьев Дмитрий Терещенко, по предварительным данным, около 25% раннего урожая было потеряно. Как садоводам удается спасать будущий урожай, узнавала наш корреспондент Айша Шлакова. Весенние заморозки способны нанести плодовым культурам непоправимый ущерб. Пока растения находятся в состоянии покоя, они способны справиться с низкими температурами. Но от внезапных весенних заморозков погибают молодые почки, цветки и зависть. Рвем цветок с дерева, да, и при, скажем так, его полностью раскрывании мы смотрим на пестик. Если, как говорится, пестик находится в черном состоянии, то мы уже понимаем, что, как говорится, на этом дереве плодов уже не будет. Чем это связано? Это связано понижением, как говорится, температуры в ночное время суток. Сад общей площадью 560 гектаров находится в селе Софиевка Симферопольского района. Ежегодно только урожай черешни составляет от 70 до 150 тонн. На территории предприятия растут яблони, сливы, черешни и персики. Как рассказал директор организации Дмитрий Терещенко, температурные пороги для деревьев одинаковые. Он рассказал о том, как последние заморозки отразились на цветущих деревьях. С 4 часов утра и до 7 часов утра, да, шел снег, и этот снег сопровождался мокрым дождем и сильным ветром, что вызывало обмерзание и налипание снега на соцветия и листьев деревьев. Существует несколько способов уберечь плодовый сад от заморозков. Специалисты организации используют задымление. Задымление – процесс трудоемкий. С разных сторон расставляют тюки соломы. При поджигании верхний сырой слой задерживает горение и выделяет много дыма. Дымление, которое идет планово и заблаговременно, то есть оно идет с понижения температуры, когда температура подходит к порогу 0 градусов, плюс 0 градусов. Самый минимальный порог, который мы, скажем так, можем предотвратить, и это был, скажем так, наш такой личный опыт, да, в предприятии, мы спасли урожай, когда температура у нас опускалась до минус 6 градусов. Помимо заморозков, вред садоводам могут нанести и другие внешние факторы. К примеру, обильные дожди, которые, по данным метеорологов, продлятся до конца апреля. Поставили уже пасеку, да, то есть и пчеле, как говорится, нету возможности сейчас начинать, как говорится, опыление и работать над будущим урожаем. И, скажем так, это на самом деле еще хуже, чем, скажем, говорится, эти ночные заморозки. Потому что в прошлом году в это время мы стояли в саду, мы уже слышали, как тут просто все, как говорится,
жужжало, бурлило, тут, как говорится, летала пчела, работала, и мы, как говорится, были более-менее, скажем так, спокойны за свой урожай. Несмотря на то, что дневные температуры достаточно высокие, садоводам следует быть бдительными. В ближайшие дни в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки от 0 до -3. Айша Шелакова, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». В этом году годовщине подписания президентом Российской Федерации указа о мерах по реабилитации депортированных народов учащиеся школ подготовили праздничные мероприятия. Сегодня наша съемочная группа побывала в Веселовской школе Сакского района. Ребята уже 3-й год организовывают праздничную программу «День возрождения реабилитированных народов Крыма». София Шукурова расскажет подробнее. Уже в 3-й раз крымчане отмечают эту дату. Учащиеся школы подготовили праздничный концерт, представили блюда национальной кухни, исполняли песни на языках народов Крыма, станцевали национальные танцы. На концерт пришли учащиеся, педагоги и почетные жители поселка. За вклад в развитие культуры, религии некоторым сельчанам вручили грамоты и подарки от общественной организации «Общество крымских татар Инкишаф». 86-летняя жительница села Веселовка Диляра Усиинова более 20 лет ожидала принятия этого закона. Сегодня же она может воспользоваться всеми льготами в статусе реабилитированной. Во время депортации мне было 13 лет. Я 31-го года. Ну, вот дожила до этого времени. Спасибо Путину. Сегодня от радости слеза. Местный мулла Нариман Джемилев во время депортации был 6-летним мальчишкой. Рассказывает, народ пережил немало трудностей, и только сейчас настало время перемен. Спасибо, что приняли этот указ. Я очень благодарен, ведь наша жизнь облегчилась. Сейчас хорошо живем. Дай Аллах всем здоровья. Представители администрации Сакского района отметили важность проведения таких мероприятий в учебных заведениях. Мы будем проводить это в разных поселениях и селах, так, чтобы наше подрастающее поколение видело культуру народов, которые рядом проживают. И это даст понимание народов, что у каждого есть своя культура, и каждая она сама по себе прекрасна. Наш Крым многонационален. Всех поздравляю с сегодняшним днем праздника, с 3-й годовщиной депортированных граждан. Наш народ был всегда справедливым, был всегда добросовестным, был всегда богобоязненным. И в связи с этим подписание именно этого указа еще раз подчеркнуло тому, что наш народ был и всегда остается верным своей исторической родине. Для реабилитированных граждан создаются все условия для возрождения, отметил председатель Веселовского сельского поселения Виталий Безверхний. Он также заявил, что на территории поселения все народы живут в мире и согласии. Живем дружно, вместе выходим на субботники, на какие-то общие мероприятия, помогаем всем общинам, которые у нас есть. Вот сегодня у нас ведется вопрос о выделении земельного участка крымско-татарской общине для постройки какой-то мечети. Важно сегодня вот именно мероприятия такие проводить в школах, чтобы через детей все это шло дальше, чтобы дети понимали, и в дальнейшем не было такого, чтобы чтобы жили все в мире и согласии. Напомним, сразу после воссоединения Крыма с Российской Федерацией президентом Владимиром Путиным был подписан указ о реабилитации в целях восстановления исторической справедливости. 21 апреля, День возрождения реабилитированных народов Крыма, стал символическим началом новой жизни для крымских татар, греков, армян, немцев, болгар в новых условиях, свободных от давящего чувства несправедливости в отношении депортированных народов. Султания Истакаева, София Шукурова, Энвер Аблезис, телеканал «Миллет». В преддверии Дня возрождения реабилитированных в Крымской гимназии-интернате для одаренных детей сегодня также прошло праздничное мероприятие. Фестиваль дружбы народов с любовью к Крыму для этого учебного заведения уже стал традиционным. Увидеть яркие концертные номера, а также попробовать блюда народов Крыма удалось нашей съемочной группе. Фестиваль дружбы народов с любовью к Крыму в Крымской гимназии-интернате проводится с момента ее открытия, а именно на протяжении 3 лет. Для гостей были подготовлены праздничный концерт, различные мастер-классы, а также выставка народов Крыма. В экспозиции представлена культура и быт 10 народностей – крымских и казанских татар, караимов и крымчаков, русских и украинцев, евреев и греков, а также азербайджанцев и болгар. В этой выставке представлены атрибуты быта,
символика, выдающиеся личности этих народов, презентация истории этих народов. То есть то, что наиболее ярко характеризует каждый из этих 10 народов. Выставка данная собиралась силами педагогов, учителей, воспитателей нашей гимназии, деток, большое им за это спасибо, и, конечно же, наших родителей, без поддержки которых мы бы ничего этого не смогли бы сделать. Гидами выступили учащиеся гимназии. Одним из них стал Максим Городиский. Он представил национальные праздники и кухню казанских татар. Одним из главных национальных праздников казанских татар является Сабантуй. Переводится как праздник плуга. Сабан – плуг, туй – праздник. С самого утра девушки одевают самые красивые свои одеяния. Мужчины заплетают в гривы своим лошадям разноцветные красивые ленточки и пытаются как-то украсить свой дом, вообще всех. Собираются на главной площади города или какого-нибудь поселка и начинаются разные состязания. Одним из самых главных состязаний является куреш – национальная борьба. Также учениками школы был подготовлен праздничный концерт, где было представлено около 15 номеров. Концерт направлен на толерантность, дружбу народов Крыма. Мы постарались в данном концерте передать атмосферу толерантности, дружбы, взаимоотношения народов, которые проживают на нашем полуострове. Учащиеся исполнили песни и танцы народов Крыма. Здесь был представлен и национальный крымско-татарский танец хайтарма. Также в ходе концерта прошла викторина на знание традиций и обычаев народов Крыма. Кто такие ромеи или же урумы? Неверный ответ. Румыния. Неверный ответ. После концертной программы для учеников и гостей были организованы различные мастер-классы. Султания Меджи, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». В Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия состоялся вечер памяти, посвященный Софии Кассе, участнице партизанского движения в Крыму, подпольщице, семейному врачу, дважды Героя Советского Союза Амитхана Султана. Подробности в сюжете Фериды Халиковой. На вечер памяти пришли деятели культуры и искусства, ветераны национального движения, а также представители духовенства. София Кассе родилась 24 марта 1921 года в селе Махульдур Бахчисарайского района. Училась в крымско-татарской школе. В годы оккупации Крыма участвовала в партизанском движении. В 1944 году она и ее семья были депортированы на Урал. Дочь Софии Кассе, Лемара Карасева, помнит мать как очень доброго и отзывчивого человека. В гуще она не была, но помогать она всегда помогала, чтобы народ мог вернуться в Крым. И вот вернувшись здесь, сюда уже, она все-таки переживала, что все идет не так. Я говорю: мама, пройдет время, ты же знаешь, крымский татарин, как говорил сосед, это не национальность, это специальность. То есть он умеет все. А раз умеет все, то будет достигнута та высота, которая нам светит. В послевоенное время София Кассе окончила Ташкентский медицинский институт, после чего долгие годы работала главным врачом санатория в Подмосковье. София Кассе была лично знакома с дважды Героем Советского Союза Амитханом Султаном. По словам научного сотрудника Крымско-Татарского музея культурно-исторического наследия Мустафы Мустафаева, именно София Кассе была хранительницей семейного архива героя и инициатором создания и установки гранитного памятника Амитхану Султану на Новодевичьем кладбище в Москве. Поняв за короткое время, что из себя представляет Амитхан Султан, она уже, будучи главврачом подмосковного санатория, закончила высшие журналистические курсы, стала оператором. И вот все, что касается Амитхана, старалась заснять, записать, оставить о нем такую память. И вот практически благодаря ей вот сегодня в нашем музее сохранилась большая часть тех экспонатов, которые мы сегодня людям показываем.
Заместитель директора Крымско-Татарского музея культурно-исторического наследия Нурия Гимеджи рассказывает, в свое время именно София Кассе помогла музею создавать новые экспозиции и выставки. Благодаря этой замечательной женщине сегодня в музее работает постоянно действующая экспозиция музея Амитхана Султана, дважды Герой Советского Союза, который находится в родном городе летчика Алупке. В этом музее работает постоянно действующая экспозиция, которая рассказывает о жизни, боевом пути и послевоенной испытательской деятельности Амитхана Султана. И экскурсионный рассказ также построен в основном на той информации достоверной, которую она дала нам. София Кассе ушла из жизни 13 января 2017 года. По ее завещанию в Крымско-Татарский музей культурно-исторического наследия были переданы личные вещи, награды, а также семейный архив. Ферида Халикова, Энвер Аблязиз, телеканал Милет. Сегодня ровно 120 лет со дня рождения известного крымско-татарского балетмейстера Усейна Бакала. Крымско-татарский народ гордится своими танцами, высочайшей ценностью его духовной культуры. Их величавость, грациозность и ритм придают им особую прелесть. Известный танцор и хореограф Усейн Бакал в числе талантливых довоенных корифеев крымско-татарского национального искусства, таких как Хари Мирзаде и других. Усейн Бакал сумел сохранить и передать следующему поколению колорит и таинство народного крымско-татарского танца. Родился Усейн Бакал в Симферополе 20 апреля 1897 году. С юного возраста, с восхищением наблюдая на народных празднествах и гуляниях за танцами и в исполнении Хайри и Мирзаде, Усейн старался запомнить каждое движение, каждый штрих. Его поражали невероятный артистизм и полная самоотдача танцора. Усейну Бакалу удалось многое перенять от великого хореографа и привнести в танец что-то свое. С 17 лет юноша уже сам танцевал на свадьбах и выступал на праздниках. Он так танцевал на свадьбах, украшал весь вечер. Народ всегда посещал свадьбы, если знали, что там будет выступать Усейн Бакал. Он был молод и талантлив. Вот так он вырос вместе с искусством среди народа. До депортации Усейн Бакал работал главным балетмейстером Крымско-Татарского национального театра в Симферополе. Был постановщиком танцев во всех спектаклях театра «Кудалар Келген Гечеса», «Аршин Малалан», «Арзы Кыз», «Бахчисарай Аремы», «Лейляви Меджнун», «Алтын Бешик». Когда пришла телеграмма с приглашением в Москву, решили отправить Усейна Бакала. В Большом театре собрались на конкурс целые коллективы артистов и музыкантов со всех республик. На сцену с пастушьим посохом в колпаке выбежал юноша, словно высматривая пасущихся где-то вдали овец. Сам себе напевая народную песню. Удало и артистично он исполнил «Чобан Ойына». Выступлению предшествовал тщательный отбор артистов комиссии, возглавляемый первым наркомом просвещения Советской Республики Анатолием Луначарским. Он же создал в Москве первый советский этнографический ансамбль. В составе этой группы Усейн Бакал побывал летом 1927 году с гастролями в Германии и занял там первое место, исполнив танец «Чобан Ойына». Дочь Усейна Бакал, Ремзия Ханум Бакал, продолжила дело своего отца. Вспоминает, как отец рассказывал о своем выступлении на открытии Всемирного фестиваля. Первую премию они... Танцоры из Грузии и мой отец поделили главную первую премию. Они настолько хорошо станцевали, а после возвращения в Крым набрал учеников, с которыми занимался хореографией. Всю жизнь гордо шел по этому пути, стал балетмейстером, режиссером и актером. А в годы депортации всю редкостную утонченность и красоту музыкального фольклора крымских татар сохранил и донес до потомков ансамбль «Хайтарма», ставший поистине легендарным. Первые танцы тогда ставили артисты довоенного времени Усейн Бакал, Энвер Алиев и корифей крымско-татарского танца Аким Джемилев. Десятилетиями работал ансамбль в ссылке на сохранение и развитие музыкального искусства, собирая по крупицам и возрождая драгоценное музыкальное наследие народа. Усейн Бакал, находясь вдали от родного Крыма, продолжал работать. В Доме культуры города Чкаловск, Таджикистан, ставил спектакли из репертуара Крымско-татарского театра. Старшая внучка балетмейстера, заслуженная артистка Таджикистана и заслуженная артистка Крыма Эльзара Асанова рассказывает, что с детства дедушка прививал любовь к искусству. Сейчас Эльзара Асанова руководитель ансамбля «Гульдесте». Она воспитывает более 100 учеников. Дедушка мой, Карбабашка, он был сам великолепный танцор и балетмейстер. Отец мой танцор был, Рифат Асанов. Мама музыкант. Тизешка моя тоже народная артистка, тоже танцовщица. Теперь она балетмейстером долгое время работала. Видимо, все это повлияло на меня, и я именно пошла по этим стопам.
И по сей день дело Усейна Баккала продолжают молодые артисты. Ансамбль «Хайтарма» – настоящее воплощение великолепия крымско-татарского искусства. Усейн Баккал, давая наставления своим ученикам, всегда говорил: «Танец без души не танец. Талант, данный природой, ни одна школа не сможет дать. Но школа нужна для совершенствования таланта». Султани Еситакаева, Санзи Вадинов, телеканал «Миллет». А это были все новости на сегодня. Если вы пропустили наши выпуски, вы можете посмотреть их на официальном сайте телеканала trkmillet.ru либо на странице Facebook. Я прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире.